2 года назад в Ютубе появился канал «Мыз-Мыз». Его автор – видеограф Делявер Алимов из Бахчисарая. Как отмечает сам Делявер Бей, проект «Мыз-Мыз» – это его способ общаться с миром, а главный герой всех его видео – человек. Понять, что это герой, сложно, и, как правило, понимаешь это уже во время съемки, потому что заранее никогда не понятно, и это нормально. Здесь вопрос в другом, что, скорее всего, у меня просто ноль ожиданий от людей, в принципе, да, от актеров, от героев, от людей. И поэтому я в этом плане не заморачиваюсь и смотрю в первую очередь тех, кто мне интересен. И по большому счету не важно, как я героя нахожу, важно, что я про него расскажу. Делявер Алимов признается, за трендами не следит, за лайками не охотится. А героем его видео может стать кто угодно. Одна из самых обсуждаемых работ – видео под названием «Изгой» в рамках цикла программ «Инсан». Это интересный человек. И нашел я его через Ачи Кюри Клер, есть такой фонд. Они помогают разным людям, в том числе и ему. То есть я с ребятами общаюсь, и они мне сами сказали, что есть такой человек, который живет один, долго живет один, и он любит пообщаться. В принципе, для меня этого достаточно, потому что мне важен сам человек, да. И если человека законсервируют на долгое время одного, то есть у него могут возникать такие мысли, которые нам интересны будут. Живешь просто. Больше как бы план не делаешь, плывешь по течению. Что будет, то будет. Как-то не будет такой момент, когда я опять встрепенусь, опять как финист, как говорится, из пепла восстану. Но это когда будет, я не знаю. На данный момент самое просматриваемое видео на канале – крымско-татарский Крым, герой которого Низами Ибраимов. Известный коллекционер делится историей о том, как он выкупил один из старых домов в родном селе, из которого в мае 1944-го были депортированы его предки. Здесь жили тоже интересные люди. Они ничего не перестраивали. Был ужасный бардак, за что я им благодарен, потому что много они не поломали. Нужно было все это расчистить, убрать, почистить, что-то подправить. И вот дом такой, какой он есть. И вот его этот дом красивый, красивейший дом в Кутлахе, это его родное село, конечно же, для всех может стать примером. То есть я думаю, что кто-то посмотрит, 1-2 человека захотят просто купить хотя бы этот дом, да? Не этот, а подобный дом, да? Они еще все-таки еще есть, еще какие-то остались дома, поэтому если кто-то купит, уже значит мы не зря. Есть люди, которые, скажем так, формируются, которые сформированы, которые хотят сделать в своей жизни чуть больше, чем евроремонт в доме, да, допустим, да, и вот что-то такое интересное сделать. Допустим, купить дом и сохранить его. Это же тоже большая работа. Весь рабочий процесс от съемки, интервью до монтажа и выпуска Делявер Алимов проделывает сам. Каждая работа оставляет свое послевкусие. Однако, как признается сам автор, самые теплые воспоминания остались от работы с Фатмой Джеббар. Сейчас для меня самая ценная работа – это Фатмы Джеббар про Гурзуф. Потому что, как мне кажется, это удивительное совпадение и стечение обстоятельств. Мы попали в свой дом, да, в родной дом. Он, во-первых, сохранился очень хорошо. И вот эти вот манилеры, которые она исполнила там, как по мне, это просто такой очень интересный опыт. И я считаю эту работу сейчас одной из самых интересных. Много лет назад за эти же ручки, за эту же дверь держались моя прабабушка, мои хартанашки, харбабашки. Документальная работа – это как картина, это как стихотворение, каждый видит свое. То есть, что у него внутри, он находит в этом отражение.